Приветствую всех на канале Движение за независимость СХ. Меня зовут Раиса Зубарева. Я бы сегодня хотела с вами поговорить о мэре нашей столицы, города Якутска, Евгении Григорьеве. Очень скоро, буквально в начале апреля, осталось меньше месяца, истекает срок его полномочий. Хотелось бы поговорить о том, что он сделал, чего он не сделал, и, в общем-то, подумать на тему, будет ли он следующим мэром Якутска. Ну, то есть придет ли он на второй срок. Для начала короткая справка. Евгений Григорьев родился в 1985 году в Чурапчинском Улусе. Закончил университет имени Баумана по инженерной специальности. И воспитывался, ну, рос, да, скажем так, рос, да не вырос, да, ну, тем не менее, участвовал в разных проектах управленческих, в том числе и в проекте «Лидеры России» в 2019 году. Через некоторое время мы знаем, что он пришел в команду Сарданы Аксентьевой, работал в мэрии. Когда она ушла со скандалом с этого поста, она предложила его кандидатуру в качестве исполняющего обязанности мэра. И потом, мы знаем, он победил на выборах. Она его, конечно, тогда очень сильно поддержала, несмотря на свое якобы серьезное заболевание, да. Прямо не гнуша, не стесняясь, ездила с ним прямо в день тишины, прямо перед выборами, да, когда объявляется этот день тишины, и агитировала за, значит, мэра Женю. Его называют в народе никак иначе, как мэр Женя. Или еще говорят мэр Жека. Чем он прославился? Было несколько видео. Во-первых, значит, да, помните, это видео, когда он едет в автомобиле и своим якобы пацанам рассказывает, ну, говорит, я вам сейчас одну умную мысль скажу, держитесь поближе к людям, которые успешнее вас, и тогда вы тоже будете успешны. Ну, вот это вот все быдлячество. Утро, я снова в пути, снова есть время записать одну умную мысль, которую я хочу поделиться сегодня с вами. Доказано учеными то, что твой достаток, свое социальное положение равно среднеарифметической 5 людей, с которыми ты общаешься больше всего времени. Это доказанная статистика, то есть ты равен тому, с кем ты общаешься, да, усредненно. То есть смысл в чем, братья? Если или мы вместе поднимаемся, или нам нужно отсекаться друг от друга и искать кого-то, кто богаче, да, то есть быть приспособленцем. Но это не наш путь, соответственно, пацаны, нужно двигаться правильно и подниматься всем вместе. В одной руке держи себя, в другой держи своих братьев. И вместе пошли, потащили друг друга, потащили свой народ, потащили страну. Мир. Мы все прекрасно помним, да. Потом он запомнился тем, что однажды на каком-то выездном, значит, на выездной проверке, они по городу ездили с Айсеном Николаевым, с главой региона, и тогда Айсен на какой-то лепет, Григорьев что-то лепетал по поводу того, что они там сделали, не сделали, и Айсен ему сказал: снега вот куча лежат выше моей роста. Женя, не надо меня обманывать. По объемам все, которые были средства, уже давно заполнены. Вот после этого, видимо, его и стали звать Жекой, Женей. Еще он запомнился людям тем, что кто-то, еще в самом начале его карьеры, кто-то его сватал к дочери Сарданы Аксентьевой. Тогда выбросили в социальные сети фотографию его вместе с дочерью и говорили, что Григорьев — это зять Авксентьевой, поэтому типа она его так продвигает. Насколько это правда, мы знать не можем, потому что никто, ну, никто правду и не скажет, да, и не сказал тогда, никто не подтвердил, никто особо-то и не отрицал, да, этого факта. Вот поэтому мы не можем знать. Единственное, что сейчас мэр Женя никоим образом не контактируется с Авксентьевым. Никаких контактов в последние вот, ну, там,
несколько лет, наверное, пару лет, да. Вообще никаких контактов у них не было. Вот, всячески он старается от нее как-то отстраниться. Он известен тем, что он такой поборник здорового образа жизни. Сколь, привет, 2 января. Всячески это подчеркивает. Вы все прекрасно знаете, как я отношусь негативно к алкоголю. Недавно вот на одной из последних пресс-конференций он, молодого человека, который назвался политологом и задал ему какой-то вопрос, пригласил его в спортзал. Он все время везде подчеркивает, что он вот он боксер, он занимается боксом, он не пьет алкоголь. Вот эти все его жесты мы тоже все с вами видели, да, как он выливает дорогой алкоголь в раковину. В общем, да, еще был один момент, когда он ездил к Путину. Путин собирал молодых лидеров типа российских, да, и Евгений Григорьев туда ездил, рассказывал тоже о самом холодном городе на вечной мерзлоте, самом или как молодом городе на вечной мерзлоте, неважно, да. Рассказывал это Путину, и Путин, в общем, как бы его хвалил. И тогда очень много было спекуляций на тему, что мэр Григорьев станет следующим Илдарханом. Как бы, да? Ну, этого не случилось. В 23 году второй раз на выборах победил Айсен Николаев. В общем, чем еще известен мэр? Вот, кстати, да, последние буквально вот пару дней новость в социальных сетях о том, что всех нас мэр Женя в очередной раз удивит. Удивит тем, что, значит, введет полностью сухой закон в пригородных селах города Якутска. Это Хатасы называются, по-моему, там еще Тулагина называется, да, и еще какие-то пару сел. Покровск, может быть. Точно не помню, тоже неважно, да. Самое главное, что он снова на своем коне, значит, как ярый борец с алкоголем. Да, очень муссируется тоже его высказывание о том, что он, в общем, закроет все магазины, которые торгуют алкоголем на территории Якутска. У нас и так сейчас запрет стоит, да, у нас можно купить алкоголь в определенные часы днем. Вечером не купишь алкоголь. Ну, в общем, и сейчас он собирается закрывать всякие тоже магазины, которые торгуют алкоголем. Они не будут трогать, сказали, рестораны, и они не будут трогать кафе, где продается алкоголь, крепкий алкоголь. Речь не идет о пиве. Да? Там еще была, по-моему, новость, что они хотят магазины, которые торгуют алкоголем, отодвинуть от учебных заведений, от детских садов и от школ на 1000 километров, минимум на 1000 километров. Ну, то есть вообще хотят, город у нас маленький, да? Они, в общем, хотят все эти магазины, которые продают алкоголь, вынести вообще за город. Так получается, да? Я правильно понимаю, да? Все эти алкомаркеты, которые, кстати, очень процветают у нас на территории республики. Кто-то ставит ему значит, в его успешный успех борьбу с бродячими собаками, но я скажу, что никакого отношения к бродячим собакам Григорьев не имеет. Это не его заслуга. Это заслуга Сарданы Авксентьевой. Она взяла в один год всех бродячих собак, они взяли и истребили, за что получила вот такой до небесный хейт, да, со стороны зоозащитников. И мы получили, якутяне, да, всех нас зоозащитники проклинали до 7 колена буквально, да, всех нас обзывали чурками узкоглазыми, и всех нас обещали повесить на столбах. Вообще расстреливать, говорят, нужно, ну, писали так, этих якутов нужно расстреливать, потому что они истребляют бедных собачек. Так? Сейчас почему-то вот то, что происходит в Новосибирской области, да, в Пензе там, когда уничтожают крупный рогатый скот у фермеров и собак, да, сжигают потом. Где эти зоозащитники? Они могли бы так же рьяно нападать на российскую власть и говорить, что они их угрожать,
что они их повесят на, значит, всех столбах, которые находятся на территории, значит, вдоль дорог стоят. Но нет, но нет. Ругать зоозащитники, зоошиза, да, как их называют, могут только, не знаю, там, не русских, наверное, да. Вот. На российские власти, конечно, не нападают. Еще в заслугу Григорьеву, мэру Жене, ставят значит, строительство проспекта в городе Якутске. Ну, замену там, да, они там все меняли, там строили, 2 года строили, наконец построили, и вот говорят, мэр Женя молодец. Но опять же хочу сказать, что мэр Женя к строительству проспекта этой дороги, да, проспект Ленина, не имеет абсолютно никакого отношения. Это все программа, это план строительства дорог, да. Я не знаю, там российские, республиканские, да. Деньги идут оттуда, по плану все строилось. В общем, и мэр Женя имел к этому тоже опосредованное отношение, поскольку он просто являлся мэром того города, где строилась дорога по плану. Вот. Это вот, вы знаете, как Единая Россия любит себе приписывать всяческие достижения, да, в строительство дорог, строительство школ, там, больниц, пароходов, самолетов, да. А потом, когда вот копнешь там, да, начнешь изучать документы, и все это кажется, что это просто российские федеральные программы, да. По плану должно строиться. Вот. А Единая Россия любит себе приписывать. Вот. Также и тут боты, которые призваны, значит, формировать у горожан правильную повестку. Они тут же набегают и говорят, вот наш мэр Женя молодец. Он и в Татарстан съездит, он и, значит, в Докучаевск он съездит, там с мэрами там тех городов поздоровается, поручкается, да, опыт переймет, опыт передаст. И, в общем, да, вот такой вот передаст, да. На самом деле, что сделал мэр города Якутска за эти 4 года? Получается, 5 лет уже, да? Вы знаете, буквально ничего. Каждый год проблема города Якутска, зимняя проблема, да, ежегодная, она начинается, но она, в общем, никогда не заканчивается, да, но особо остро мы начинаем ее чувствовать в зимний период, в осенне-зимний период. Это ЖКХ, да. Фекалии текут по всему городу. Мэр эту проблему решить не может. Он может вот так популистским, значит, способом вылить алкоголь в раковину, а проблему ЖКХ он решить не может. Инфраструктурный сбор у нас поднялся, да, то есть квадратный метр жилья стал еще дороже. Цены на проезды в автобусах поднялись, да, теперь ездить стало еще дороже. Дороги у нас как были, затапливались, да, полностью, ливневая система не работает. Так она у нас и не работает. Эту проблему мэр Женя не решил, ливневую канализацию. Мы все видим, как единственный наш якутский очень добрый человек, волонтер, да, который бескорыстно работает, это вот Антон Васильев. Он каждую весну, лето и осень не откачивает, а вычерпывает эти лужи. Мэр Женя эту проблему не решил. Проблема переселения из ветхого и аварийного жилья не решена. Как 17-й квартал стоял, как люди там жили в этих бараках, так они и живут. Помните, года 3 назад, наверное, да, этот мэр Женя ездил на 17-й квартал все время, пытался там с людьми разговаривать, чтобы они не бастовали, чтобы они не возмущались просто, да, своими нечеловеческими условиями жизни. Ну, кстати, такая была интересная особенность. Он приезжал в такое время дня, когда люди еще не возвращались с работы, а в домах находились только пожилые тетеньки, да, и он приезжал со свитой, с охраной буквально, да, и разговаривал с этими тетеньками. В общем, проблема не решилась.
Вот они хотели, поменяли автобусные маршруты. Мало того, что цена поднялась на проезд, да, так еще и качество перевозок ухудшилось. Они автобусные маршруты поменяли, и люди буквально взвыли. Там невозможно доехать от одной точки до другой точки города Якутска в определенный срок. Приходится стоять и ждать этих автобусов. И даже те 100 сколько-то там автобусов, которые вот эти красные, да, волгобасы, которые они пригнали, они тоже не решают этот вопрос. Дело дошло до того, что этой зимой автобусники начали бастовать, они им подняли сборы. Вот итог работы, значит, мэра Жени. Но давайте не будем обольщаться. Мэр Жени, если его на второй срок выберет Айсен Николаевна, не начнет работать. Почему? Потому что теперь, собственно, с этого года, или с прошлого года, да, выборы-то отменили, и теперь за мэра Женю будет голосовать один человек, Айсен Николаев. Поэтому все, что делает мэр, это все для того, чтобы понравиться Айсену Николаеву. Ну, понятно, что он там будет согласовывать эту кандидатуру с Кремлем, но и тем не менее. Он может согласовать кандидатуру мэра Жени, а может согласовать кандидатуру Толи Семенова, министра, я не знаю, чего он там, инноваций, да, или чего он там, министра какого-то там, каких там рогов и копыт. Вот. Поэтому сейчас он и раньше ничего не делал, и сейчас он ничего делать не будет. Якутску вообще нужен не пиарщик, не популист, такой как Евгений Николаев. Он почему-то возомнил себя политическим деятелем, да? А мэр города — это просто хозяйственник, человек, который, решив все вот эти вышеперечисленные мною проблемы городские, а их у нас очень много, огромное количество проблем, которые не решаются годами. Вот. И мэр Женя, к сожалению, ну, вообще, любой мэр при этой власти, да, с отсутствием прямых выборов будет себя вести точно так же. Он возомнит себя политическим деятелем, крупным, да, большим, будет ездить в Докучаевск, вот, и будет ездить на присухи к Путину. Вот, и, я не знаю, там, с Айсеном тоже Николаевым будет ездить по всяким форумам. Но ничего для горожан они делать не будут. Потому что это не, у них нет, это не приоритетная задача сделать жизнь жителей Якутска, жизнь жителей Республики Саха качественнее. Вот, поэтому мы на 71 месте по качеству жизни в этом году. А Якутску нужен настоящий хороший хозяйственник. Сейчас все тоже очень часто многие вспоминают Илью Михальчука, нашего мэра, да. У меня с Ильей Михальчуком был личный конфликт, когда я работала в газете «Якутск вечерний». Как раз тогда начиналось, только-только начиналось, я была свидетелем этого, дело мэрии коррупционной, да, этот скандал большой. И у меня тогда было интервью с Ильей Михальчуком, с Ильей Филипповичем. И после этого интервью мы, в общем, с ним разругались в пух и прах. Ну, не суть. Но сейчас многие вспоминают, что больше всего для города сделал, как мэр, сделал Илья Михальчук, несмотря на то, что он потом, значит, был замешан в этом коррупционном скандале. Вот. Но Михальчук потом уехал в Архангельск, мы это все знаем, да, и Архангел был главой Архангельской области, и архангельцы, архангелогородцы тоже очень возмущались вообще политикой, коррупционной политикой, которую вел Илья Михальчук. Но, тем не менее, он сделал намного больше, чем сделал мэр Женя. Вот. Слухи уже муссируются о том, что кто будет, да, то ли Семенова, говорит, будет мэром следующим, то ли еще там какой-то, в общем, бывший
работник мэрии, тоже Скрипников, или как, вот, почему не помню фамилию. Не суть важно вообще, кто будет мэром. На самом деле, по большому счету, вообще не важно. Выборов нет. Выборов нет, и кандидатура вообще никак не повлияет. Кто будет следующий мэр? Да хоть, не знаю, Петя Булкин, да. Это ничего не изменит при нынешней власти, при том, как Путин вообще выстраивает всю эту политическую систему. Не будет никакой разницы, да, от перемены мест слагаемых. Сумма не изменится. В Республике Саха тоже мало что поменяется. Вот, к сожалению, большому это так. Но и тем не менее интересно будет понаблюдать. Вот, в принципе, на сегодня все. Такая небольшая реплика у меня была по мэру Жене. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, пишите свое мнение о том, как работал мэр Женя все эти 5 лет. Вот. И напишите еще в комментариях, кого вы бы хотели видеть, ну, из тех существующих, может быть, работников мэрии или правительства. Кто-то, кстати, даже Садовникова прочил на это место, да. Пишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть на месте мэра Жеки.